Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какое либо какие события повлияют на всю вашу жизнь? И посмотрим, в какую сторону, позитивную, негативную. Если не боитесь, если вам интересно, присоединяйтесь и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, событие-то не одно будет. Мои хорошие, имейте в виду, отсыпка у нас общая. Но раз вам попалось это видео, в рекомендации попалось, либо вы открыли YouTube и вам вышло это видео, это знак, сигнал для вас. Давайте пойдем по порядку. Здесь у меня выяснение отношений. Мужчина и женщина постоянно выясняют отношения. Вот вроде все хорошо, раз нашлась проблема, на ровном месте поссорились, поругались. Да, тут и лезут к вам какие-то люди, да и вы оба достаточно характерные персонажи. Не обижайтесь, пожалуйста, я говорю, как вижу. Вот так вы живете, как кошка с собакой, но без друг друга жизни не представляете. Смотрите, здесь идет какой-то финансовый шанс, либо финансовая перспектива. Но чтобы ее получить и добиться, вам нужно будет объединить свои силы. И тогда вы друг к другу повернетесь, начнете вместе, вот прям мозговой штурм, будете сидеть, решать, обсуждать, друг другу помогать. Вот вместе что-то вы будете делать, да, чтобы эти денежки заработать, либо не упустить этот шанс. Вы очень сблизитесь. Вы другими глазами друг на друга посмотрите. То есть ваш партнер вас очень-очень удивит. И вы своего партнера тоже очень удивите. Особенно отыграется у тех, кто уже давно вместе. Новым взглядом на привычного человека. Здесь и шок, и удивление. И знаете, как вспыхнут чувства сильнее, чем прежде. Ругаться вы перестанете. Вы будете друг другу доверять, либо научитесь доверять. И дойдете до такой точки, когда у вас прям тело срастается. Да? Две головы, одно тело на двоих идет. Вы станете больше, чем друзья, вы станете больше, чем любимые, возлюбленные. Очень хороший момент, очень хороший. То же самое, например, ваш партнер где-то находится, да, либо в разъездах постоянно, там командировки, разъезды, либо живет, например, в другой стране, в другом городе. Решая какой-то вопрос, решая какую-то острую проблему, она прям острая, эта проблема идет, решая ее вдвоем, вы очень-очень сблизитесь. Сблизитесь, и у вас, смотрите, вот прям полное единение. Одно тело на двоих идет. Так, еще здесь у меня тыква и женщина. Но я вам так скажу, с левой стороны какой-то неприятный сюрприз вам подкинет хорошо знакомая вам женщина. А к женщине вы этой очень хорошо относитесь. У кого-то это родственница, у кого-то это подруга, любимая коллега, может быть, да, там, добрая соседка. Вот она вам что-то подкинет очень неприятное. Эта женщина очень долго водила вас за нос. Она всегда притворялась такой белой пушистой овечкой. А по факту она змея подколодная. Знаете, как клейма негде ставить, да, за ее проступки, поступки и мысли дурные. Вот она вам свинью и подсунет, ну, в данном случае тыкву. Вы, конечно, разочаруетесь, вы, конечно, очень неприятно удивитесь, но это к лучшему. Поверьте, у этой женщины были глобальные планы на вас, Особенно девочки, кто в паре, в браке, ну, как бы засматривалась она на вашего мужа.
либо, может быть, даже другого какого-то родственника засматривалась. Если бы у нее получилось то, что она задумала, ну это беда, горюшка получилась бы. Вот, поэтому идет прокол от этой женщины, да, вот как не сдержалась, все-таки как укусила, напакостила. Вы это видите, вы это не принимаете, вы эту женщину отсекаете. Ну и хорошо. Не нужны вам такие знакомства, не нужны вам такие связи. Если человек прям очень такой ехидный, злобный, агрессивный и, знаете, как желание подставить, желание откусить, разорвать, такое, знаете, разрушение несет в себе эта женщина. Вы потом в будущем о ней очень много правды узнаете. И от этой правды у вас прям волосики на теле шевелиться будут. Знаете, представляете, да? Вот если бы я по-прежнему с ней общалась, дружила, вот что бы было, что бы она натворила в моей жизни. Женщина у вас отсекается. Так, здесь у меня двое стоят на лошадке. Лошадка в левую сторону смотрит. Девочки, мужчина ваш работу найдет. Это может быть как и муж, так и сын. Но именно мужчина работу найдет очень хорошую. Но от него потребуется куда-то уезжать, переезжать. Почему-то мне вообще идет как переезжать. Может быть, в другой город, в другой регион. Кому-то даже в другую страну придется уезжать. А вы поедете за ним. Вот прям за ним поедете. Как жена декабриста. Ну, либо как мама поедет за сыном, да, чтобы помогать. Очень хороший, знаковый эпизод идет, потому что меняется жизнь и у мужчины, и у вас, и у ваших детей, например. Либо если вы переехали с сыном, да, вы еще кого-то к себе подтянете. Туда, куда вы едете, вот направление для вас мало знакомое, либо мало изученное. Может быть, ну, не знаете, да, что вас там ждет. Там какие-то кусочки, фрагменты, кто-то что-то сказал, что-то в интернете посмотрели. То есть не были, не знаете, глазами своими не видели. Во-первых, вы очень приятно будете удивлены этому месту, людям, атмосфере. Опять же, какие-то ресурсы там будут то ли раздавать, то ли выдавать. То есть идет очень мощная поддержка. И у вас там жизнь на каком-то новом высоком уровне идет. Прям, я бы сказала, шикарно, да, не побоялась бы этого слова. Просто мне очень нравится, как вы жить будете. И еще такой момент. Если остро встанет вопрос, ну, например, вы не захотите ехать, поймите такую вещь. Если вы не поедете, вы будете жалеть. У кого-то отыграется, что мужчину этого вы можете долго потом не увидеть. Да? Поэтому лучше поезжайте. Я понимаю, что если вы работаете, если у вас там подруги, родственники, сложно вот так решиться и жизнь на новом месте начать. Вот как без семьи, без знакомств. Но песок рекомендует ехать. Там будет очень хорошо. Так, идем дальше. Здесь против вас кто-то что-то сделал. Против вас. Какой-то вред, какие-то проблемы. Может быть, даже какое-то воровство было. Опять же, вы все разные. Да? У кого-то мужа увели, а над кем-то на работе издеваются. У кого-то ограбление произошло. То есть как будто бы ваше что-то забрали, либо повредили. Нанесли вам ущерб, одним словом. Смотрите, этого человека либо поймают и будут справедливо судить, либо высшие силы, прям, как знаете, здесь и сейчас суд проведут над этим человеком. То есть тот, кто вас обидел, этому человеку не поздоровится. И вы об этом обязательно узнаете. И вот первая мысль, которая вам придет, что это тебе за твои поступки, за то, что ты мне плохо сделал, она самая правдивая. Потому что, да, либо по вашему заявлению человека, именно по вашему заявлению человека найдут и осудят, либо высшие силы вот так распорядятся, чтобы человека за вас по справедливости наказать. Вот кто-то прямо верует. Ну, вы сейчас верите, ну так, 50 на 50, да, одним глазом верю, другим подсматриваю. Но после этих событий вы точно будете знать, понимать, что высшие силы не дремлят, либо полиция работает эффективно. То во что-то поверите.
Так, с правой стороны. Здесь у меня две женщины очень тяжело работают, очень тяжело. А прям спины разогнуть не могут. Как бессмертные пони, да? От работы лошади дохнут, а вот бессмертные пони все могут. Ну, по крайней мере, извините, что так говорю, да, но выглядит именно так. Слишком много и тяжело работают женщины. А над вами то ли мужчина начальник, то ли у вас в доме есть такой нерадивый мужчина, который отдыхает, живет в свое удовольствие, а женщины на него пашут. Смотрите, этого мужчину кто-то скинет с пьедестала. Кто-то скинет, прям скидывает его, и он головой вниз летит. Вас кто-то освободит от этого рабского труда, либо ну, как заступится за вас человек. Я не могу, к сожалению, сказать, кто это, мужчина, женщина, но идет защита, помощь, и у вас спины выпрямятся, у вас не будет вот этого гнета, либо не будет давления, да, которое на вас оказывалось. Как освобождение идет, освобождение от какого-то диктатора, мучителя, либо просто тунеядца. Освободят. Легче намного станет. Так, еще здесь у меня предсказание для женщины, которая встречается, либо будет встречаться с женатым мужчиной. Я опять же не люблю такие темы, но тем не менее, если вышло, я обязана просто сказать. Вот у кого-то жизнь так сложится, либо сложилась, да, что вы познакомились с женатым мужчиной. И у вас чувства взаимные, настоящие. Возможно, вы уже давно с ним в отношениях, и никак у вас не получалось вот прям семью. Либо вы, и он, и вы до сих пор сомневаетесь, а нужно ли это делать. Может быть, и вы не свободная дама, да? Может быть, у вас муж там дома сидит, телевизор смотрит. Девчонки, у вас все идет к тому, чтобы вы соединились. Даже при условии, что семьи разрушатся. Да, ваша семья разрушится, и семья мужчины. Здесь толчком ко всему будет жена мужчины. То есть вот она, как, не могу сказать, что даст свободу. Скорее всего, как разнервничается, говорит, вот, все, не хочу, не могу, я все знаю, ты там не изменяешь, я от тебя ухожу. И все, и понеслось, и полетело. Я вижу, что у вас будет официальный законный брак. А кто-то прям еще и детишек нарожает. То есть вы будете вместе. Вам судьба быть вместе. Вы же не просто так встретились, не просто вы друг к другу притянулись. Вы вспомните, как у вас все начиналось. Вы так сильно тянулись друг к другу, а потом как приклеились, и все. И намертво, понимаете? Вы идеально друг другу подходите, насколько это возможно. Плюс, вот вы ведь ощущаете, когда вы вместе, да, вам не нужно много слов. Вы взглядами с друг другом разговариваете, либо читаете мысли друг друга. Вы будете вместе. От судьбы тут не уйдешь. Вам судьба быть вместе. Так, и еще здесь обезьяна, которая потеряла хвост. Обезьяна. Смотрите, обезьяна хотела журавля поймать с левой стороны, но при этом у нее оторвала хвост. Смотрите, скорее всего, противный человек. Обезьяны, я уже говорила, не раз говорила, на песке это всегда неприятные личности, неприятные события. Но если мы говорим о людях, да, это люди, которые паразитируют, люди, которые плагиатят, люди, которые повторяют друг за другом, копировать могут, да, что угодно могут делать. Я так понимаю, что это какой-то ваш недоброжелатель, конкурент, который пытался вас копировать, под вас косить, надеялся, что поймает этого журавля, то есть станет как вы, но при этом хвост отпадает, да, либо отрывают хвост этой обезьяне. Я так понимаю, что то ли люди, то ли вы сами очень круто проучите этого нехорошего человека. Может быть, знаете, как вы этому человеку что-то скажете, пожелаете, и тут трах-бах, это случилось. Так тоже может быть. У этой обезьяны будет дикая паника, и просто
гигантскими шагами вылетит из вашей жизни. Напрочь исчезнет вот это желание воровать, плагиатить, копировать, либо переходить вам дорогу. Здесь какая-то прям жесткая ситуация у этой обезьяны, жалко ее становится. Хотя, кто ж виноват? Кто ж виноват? Человек же все-таки понимает, что он делает, что он поступает плохо. То же самое, если у вас на работе прям кто-то вас подсиживал, кто-то прям копал под вас, на вас стрелки переводил, человек хотел подставить вас, либо даже какую-то подставу организовал, но при этом хвост оторвется именно у этого человека. То есть достанется по полной этому человеку. Вот, так что не бойтесь своих конкурентов, не бойтесь своих недоброжелателей. Правда и сила на вашей стороне. Так, еще один момент. Мужчина очень красивый. Мужчина, который умеет говорить, который умеет обращаться с женщинами, будет пытаться заморочить вам голову. На какой-то момент у него даже получится это сделать. Потому что, такой матерый он, понимаете, мастер обольщения, назовем его так. Он вокруг вас будет ходить, там с бубном играть, лишь бы вы обратили внимание. У него цель вас соблазнить. Но у него ничего не получится. Может быть, это не конкретно про вас, возможно, даже про ваших девочек, там, например, дочка, внучка. Здесь в последний момент идет как отрезвление через какую-то женщину. Какая-то женщина на вас выйдет, либо женщины на вас выйдут. И они вам все про него расскажут. Знаете, прямо и с фотографиями, и с доказательствами. Вот, вы поверите этим женщинам, скажете: да, моя интуиция мне подсказывала, что этот человек какой-то странный. Но как были вопросы к нему. А тут все станет на свои места. Прям все станет на свои места. Обломаете вы ему его перышки красивые. Знаете, даже какое-то обидное вы ему скажете слово. Прям зацепите его за живое. Да, зацепите. Мужчина будет подавлен, раздавлен. Он будет долго думать о вас, о том, что вы сделали, сказали, что вы ему отказали. И все закончится тем, что он в вас влюбится. И влюбится по-настоящему. Такой чистой, светлой любовью. То есть вы для него будете как судьбоносная. Благодаря вам жизнь у этого мужчины поменяется. Уйдет он от этих всех гулек, разврата, похабщины вот этой всей. Как будто бы в сторону света обратиться. Вас всегда будет вспоминать с большой любовью, с большой благодарностью за то, что вы его, как говорится, вразумили, остановили. Либо ваши эти волшебные слова сыграли ключевую роль в его жизни. Да. Знаете, как всю жизнь вам благодарен будет. Так, еще один момент. У вас тут новый мост нарисовался, но он необычный. Вас, скорее всего, познакомят. Причем не через одного человека, а минимум через двух. Допустим, вы куда-то пришли, встретили знакомого. Знакомый встретил еще одного знакомого, и уже тот знакомый вас с кем-то познакомил. Мост необычный, потому что здесь как два начала. Одно дружеское, а второе начало, знаете, как какие-то связи необычные. Если человек может быть, обычный, заурядный, да, но при этом у него родственники могут быть какие-то блатные, там, титулованные, статусные. То есть через этого человека вы выйдете в то, что вам нужно, либо то, что вы искали. Допустим, вы искали хорошего доктора. И вот окажется, что этого человека, помимо того, что сам человек по себе очень хороший, дружелюбный, еще там, например, не знаю, родственник, какой-то выдающийся доктор. Да? Так идет. Прям очень полезно для вас будет. Очень-очень полезно. Полезные связи, хороший друг. Новый хороший друг. Так, еще кольцо очень необычное идет. Очень необычное, дорогое кольцо вышло. Оно сразу вышло обручальное. Кому-то идет прям скорый брак. Очень скорый брак.
То есть, возможно, вы уже были в браке, возможно, вы уже отказались от замужества, будущего замужества, либо вы никогда не были в браке, не было у вас настоящих отношений, и вы как крестик на себе поставили, говорите: не, наверное, не будет. Очень скорый брак идет в вашу жизнь. Не то чтобы идет, летит, мчится, врывается. То есть от момента знакомства до момента, допустим, самого бракосочетания, там, ну, не знаю, недели, максимум там, месяца 2 пройдет. Очень быстро выйдете замуж. Либо женитесь, да, если смотрят меня мужчины. Здесь судьба уже все подготовила, здесь уже высшие все организовали. Это как такой сценарий, да, сценарий вашей счастливой личной жизни. Очень быстро все произойдет. Ну, вы друг другу по судьбе, во-первых. А во-вторых, вы друг друга очень долго ждали, искали в этом огромном мире. И высшие не будут тратить понапрасну время, просто вот кинут вас в объятия друг друга, вложат в ваши головы мысли, что надо жениться и как можно быстрее, и вы вот всем на удивление очень быстро выйдете замуж, либо женитесь. Так, еще. Здесь у меня идет бабочка, вернее гусеница, которая пытается стать бабочкой. По крайней мере, крылышки вот верхние у нее уже вышли. А нижние еще нужно немножко подождать, да, может там подсохнуть должны. Это ваши преображения и ваши колоссальные изменения, вот внешние изменения, не внутренние, а внешние. Возможно, у вас были проблемы со здоровьем, да, вы себя чувствовали вот такой гусеницей, неповоротливой, может быть, плохо выглядящей, то есть из-за болезни. Кто-то, например, страдал из-за лишнего веса, да, кто-то был зависим от каких-то вредных пристрастий. Идет не только исцеление, но и преображение вас. Если вы сейчас сидите на диетах, либо проходите какую-то терапию, лечение, поверьте, результаты будут просто невероятные. Ну так на минуточку, да, с гусеницы до бабочку. Шикарную бабочку. У вас все получится. У вас все получится. Вам по судьбе поменяться. Особенно вот что касается внешности. Однозначно и моложе будете выглядеть, и эстетичнее, и вам будет очень нравиться то, как вы выглядите. Как бы люди постоянно будут это отмечать. Особенно те, кто вас знает. Так, и еще момент. Момент вам судьба вернет того, кто ушел, либо того, с кем вы простились. Может быть, вы поругались очень сильно. Человек, ну, как бы объявил, да, что я больше никогда не появлюсь в твоей жизни. Либо человек считается, ну, допустим, да, пропавшим. То есть никто не знает, где, с кем, вообще живой и не живой. Объявится этот человек. Идет слева направо, в самом венце рисунка. Далеко идет, тяжело идет. Идет через какие-то очень сложные испытания. Вам не только вернут этого человека обратно, но у него внутри, вот знаете, как все поменялось, обновилось, улучшилось. Если раньше человек был нервный, скандальный, то теперь будет как шелковый, очень открытый, добрый, положительный. Если у человека были какие-то пристрастия в виде алкоголя, либо каких-то еще нехороших вещей, завязал, пить не будет, будет на спорте сидеть. Если у вас не было взаимопонимания, человек будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы у вас и диалоги были, и общение было, и чтобы связь между вами не прерывалась. Тоже очень хороший знак. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.